Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Талибы взорвали в Кабуле автобус с журналистами самого популярного афганского телеканала «Толу Ньюс». 7 погибших. Я очнулся на улице среди тел и крови. Это все, что я помню. В казахстанском Таразе в течение нескольких часов доставали из выгребной ямы бетонного общественного туалета новорожденного младенца. Мать, пытавшаяся избавиться от нежелательного ребенка таким ужасным способом, арестована, а девочка жива. В очередь за жизнью. Президент Кыргызстана отклонил закон о трансплантации органов в частных клиниках, а государственная медицина с проблемой не справляется. Почечные пациенты умирают в ожидании пересадки. Денег вообще не осталось уже дома. У меня дети уже голодные дома сидят. По одному разу мы уже кушаем. Вслед за заявлением Высокого суда Лондона о причастности Владимира Путина к отравлению беглого контрразведчика Литвиненко, МВД Британии выдало международный ордер на арест исполнителей этого убийства. Киллеры своей вины не признают и в Англию не хотят. Все, о чем говорит британская Фемида и британские средства массовой информации, о том, что это было публичное слушание, что это все в открытую было, это ложь. Рамзан Кадыров – гордость России. Политики и звезды российского шоу-бизнеса поддержали президента Чечни в его стремлении расправиться с либеральной оппозицией как с врагами народа и предателями. Митинг в поддержку Кадырова в Грозном собрал десятки тысяч человек. Кто не понял, тот поймет. Президент Владимир Путин попросил президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил Financial Times со ссылкой сразу на двух высокопоставленных сотрудников западной разведки. По данным издания, бывший глава ГРУ Игорь Сергун, который умер в начале января, ездил в Сирию, чтобы передать это предложение Путина главе этой страны. Асад якобы в резкой форме отказался. Кремль опроверг сегодня эту информацию, но западные СМИ продолжают настаивать на ее достоверности. Афганским талибам удалось взорвать автобус с журналистами самого популярного местного телеканала «Толу Ньюс». Погибли 7 человек. Уже состоялись их похороны. Около 20 раненых находятся в больницах Кабула. Журналисты «Толу Ньюс» погибли во время последнего теракта в афганской столице у российского посольства. Поначалу СМИ сообщали, что смертник на заминированной машине атаковал микроавтобус с российскими дипломатами. Но позже выяснилось, что целью террориста были именно сотрудники телеканала, которым Талибан решил отомстить за их репортажи. Я и мои коллеги с Тола ТВ ехали по домам на автобусе. Было около 5 вечера. Мы проезжали рядом с российским посольством. Я не знаю, что случилось. Я очнулся на улице среди тел и крови. Это все, что я помню. Телеканал «Толу Ньюс» назвал минувшую среду самым черным днем в своей истории, так как фактически погибла целая редакция. На похороны журналистов пришли не только коллеги, но и очень большое количество телезрителей. В Кыргызстане частные клиники не смогут заниматься трансплантацией органов. Свои сомнения по этому поводу высказал президент республики Алмазбек Атамбаев. В конце прошлого года депутаты парламента предложили разрешить частным клиникам заниматься пересадкой органов. Эту инициативу поддержал даже министр здравоохранения. Однако президент отклонил редакцию закона из-за множества, как было заявлено, пробелов. В частности, закон не предусматривает должного контроля доноров. Тем временем число людей, нуждающихся в пересадке органов, с каждым днем растет, но их шансы на жизнь уменьшаются. Адилет Бектурсунов с подробностями. Халатики, бахилы, что там у вас есть? В Национальном госпитале в отделении урологии открыт кабинет гемодиализа. Принимает пациентов в 3 смены. У нас всего 3 зала, 12 аппаратов. Из 12 один не работает. Еще несколько лет назад процедура по очищению почек была закрытой темой. А все потому, что лечить пациента очень дорого. Для государства это обходится в среднем до 5-6 тысяч на одного пациента на сеанс, на один раз. В любом случае, как бы дорого ни было, это, по-моему, жизнь каждого гражданина стоит этих денег. Во всем мире диализ считается дорогой процедурой, без которой больному с почечной недостаточностью выжить нельзя. Для поддержания жизни одного пациента в год необходимо почти $10 тысяч. Понедельник, среда, пятница приходят одни, вторник, четверг, суббота приходят другие. Потому что они все приходят 3 раза в неделю, и поэтому
мест нету. Из 1500 человек с больными почками только половина получает заместительную терапию. Гемодиализ, процедура по очищению почек, также остается фактически недоступной. Если освобождается место на процедуру, это означает, что кто-то умер. А места освобождаются только в двух случаях, если там больной уезжает на пересадку куда-нибудь, да, или, к сожалению, умирает. Только так. А по-другому не освобождается. Венера Ташмамбетова в общественной жизни страны играет не последнюю роль. Она возглавляет благотворительный фонд, который помогает людям, страдающим болезнями почек. Не у всех же финансовое положение одинаковое. В основном на операцию едут, они деньги собирают. Вы же сами видите, да, там проводят благотворительные концерты. То есть, грубо говоря, они там последние деньги собирают и едут. Пациенты, устав ждать помощи от государства, объединились и помогли десяткам людей. Вот только помощь эта нужна была сотням. Что-то у них всегда занято. В общественную приемную к депутатам Фарида приходит каждый день в надежде, что ее примут и выслушают. Ну, они что-то нам не позвонили, и мы сейчас домой, наверное, расходимся, да. Уже вот целого с утра мы уже стоим, ждем. Муж Фариды нуждается в незамедлительной помощи. Его нужно подключить к искусственной почке, но бесплатных мест в клиниках нет. Деньги уже все закончились, уже у родственников позанимали, дома все продали, вот деньги не осталось. А вот сейчас вот еще ходим, вот на гемодиализ. Денег вообще не осталось уже дома. У меня дети уже голодные, дома сидят. По одному разу мы уже кушаем. Частная компания предложила помощь. За каждый сеанс лечения по $100. Но искусственная очистка крови – не разовая процедура. В месяц требуется свыше $1000. В неделю сейчас 2 раза получаю. Ну, кое-как 2 раза получаю. Желательно хотя бы 3 раза, но у меня не получается на 3 раза. В осадном положении семья живет уже полгода. Врачи предлагают везти мужа на трансплантацию, но дорогостоящая операция не по карману. $30 000 звучит как приговор. Вот ободрали у всех родственников. Вот уже денег уже вообще кончается, уже нету денег уже. Вот, пожалуйста, помогите нам стать на бюджетный, чтобы мы прошли бюджет. В листе ожидания на безотлагательное лечение более сотни остро нуждающихся больных. При наличии в стране всего 60 аппаратов искусственной почки, эти люди оказались в смертельной ловушке. И пока Малик, как и сотни другие, вынужден ждать в этой мучительной очереди за жизнью. Адилет Бектурсунов, в настоящее время Кыргызстан. Казахстан потрясен. В местных соцсетях появилось видео операции МЧС по спасению новорожденной девочки, которую мать бросила в выгребную яму общественного туалета. Спасателям пришлось долго добираться до ребенка, так как бетонные плиты они сразу не смогли сломать. К моменту, когда до девочки добрался спасатель, она едва подавала признаки жизни, но когда малышку подняли наверх, она тут же громко заплакала. В скором времени нашлась ее мать. Ее обнаружили в одной из местных клиник после попытки свести счеты с жизнью. Сейчас молодая женщина находится под следствием, и ей грозит до 4 лет лишения свободы. Новость уже несколько дней не сходит с экранов телевизоров. Нашлись и родственники малышки. Ее хочет забрать бабушка, но органы социальной опеки намерены передать девочку отцу, личность которого пока не установлена. Далее в программе. Вслед за заявлением Высокого суда Лондона о причастности Владимира Путина к отравлению беглого контрразведчика Литвиненко, МВД Британии выдало международный ордер на арест исполнителей этого убийства. Киллеры своей вины не признают и в Англию не хотят. Все, о чем говорит британская Фемида и британские средства массовой информации, о том, что это было публичное слушание, что это все в открытую, это ложь. Рамзан Кадыров – гордость России. Политики и звезды российского шоу-бизнеса поддержали президента Чечни в его стремлении расправиться с либеральной оппозицией как с врагами народа и предателями. Митинг в поддержку Кадырова в Грозном собрал десятки тысяч человек. Кто не понял, тот поймет. В России началась масштабная акция в поддержку лидера Чечни Рамзана Кадырова. Пользователи социальных сетей публикуют свои фотографии с хэштегом «Кадыров – патриот России». Флешмоб поддержали и российские политики, и известные артисты. В частности, Федор Бондарчук и Николай Басков сфотографировались с листами бумаги формата А4. Акцию поддерживают российские телеканалы. В эфире демонстрируются сюжеты соответствующего содержания. Священный праведный гнев разобьет всех неверных врагов. Ты великий Рамзан человек, ты на подвиг за веру готов. Кадыров Рамзан, Кадыров.
Участники этого флешмоба, вы как раз видите кадры одного из роликов, снятого в Грозном с участием самых известных людей Чечни, не скрывают, что они поддерживают Рамзана Кадырова в его желании расправиться с так называемой либеральной оппозицией в России, как с врагами народа и предателями. Уже больше недели продолжается скандал по поводу его заявления, в котором Кадыров призывает судить сторонников либеральных взглядов за, цитата, «подрывную деятельность», как это делалось в Советском Союзе в 30-х годах. Десятки тысяч людей уже обратились к президенту России с требованием отправить Кадырова, которого многие подозревают в причастности к убийству оппозиционера Бориса Немцова, в отставку. А в соцсетях на прошлой неделе стартовал другой флешмоб «Кадыров – позор России». А нынешняя акция стала своеобразным ответом со стороны Кадырова и стоящих за ним российских властей. Вот слова Рамзана Кадырова, из-за которых и разгорелся этот колоссальный для России скандал. К таким людям надо относиться как к врагам народа, как к предателям. У них нет ничего святого. Между тем, активностью в соцсетях и на телевидении сторонники чеченского президента не ограничились. Сегодня в Грозном прошел многотысячный митинг в его поддержку. Участники митинга требовали изгнать из России сторонников либеральных взглядов или расправиться с ними, как предлагает Рамзан Кадыров. Многие российские СМИ уже поспешили заявить, что на митинг собралось более 1 миллиона человек. Это почти все население Чеченской Республики. Между тем, возможно, не все пришли поддержать Кадырова добровольно. «Новая газета» сообщила, ссылаясь на анонимных сотрудников Министерства печати Чечни, на митинг людей сгоняли под угрозой увольнения с работы или отчисления из института. Тем временем Рамзан Кадыров, в одночасье ставший самым главным патриотом России, выложил в сети очередной ролик со своим участием. Он опять выступает в роли супермачо и произносит фразу «Кто не понял, тот поймет», которую в России многие воспринимают как угрозу расправы. Кто не понял, тот поймет. Вслед за высоким судом Лондона, заявившего о возможной причастности президента России Владимира Путина к отравлению беглого агента ФСБ Александра Литвиненко, МВД Великобритании выдало международный ордер на арест исполнителей этого убийства. Как заявила глава МВД Тереза Мэй, выступая в Палате общин после оглашения итогов открытого разбирательства по делу об убийстве Александра Литвиненко, депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель Дмитрий Ковтун, которых в Англии считают киллерами, действовавшими по указанию Путина, будут арестованы, если окажутся на территории Европы. Также министр заявила, что необходимо оказать давление на правительство России, чтобы все причастные к этому убийству предстали перед судом. Если Луговой и Ковтун окажутся на территории Европы, они будут арестованы. Интерпол уже выпустил ордера на их арест. Счета Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового на территории страны будут заморожены. Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко был немедленно вызван в МИД Великобритании, где ему было выражено, цитата, «чрезвычайное недовольство нежеланием России сотрудничать и давать четкие ответы по делу об убийстве Литвиненко». Бывший сотрудник КГБ, а ныне депутат Госдумы Андрей Луговой, вина которого в отравлении Литвиненко полонием, по мнению британских следователей, доказана на 100%, свою причастность к убийству по-прежнему отрицает. Но из России, где он скрывается от английского правосудия, выезжать Луговой пока не намерен. Все, о чем говорит британская Фемида и британские средства массовой информации, о том, что это было публичное слушание, что это все в открытую было, это ложь. Ложь, возмутительная ложь, я другого слова не могу найти. Что нового мы там услышим? Одно и то же, Полоний, что Полоний? Где он произведен в итоге-то? Установило следствие? Не установило. Тогда вопрос вообще, к чему все эти разговоры? Тем временем доклад британских судей прокомментировал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. С его слов, Англия настолько сильно возмущена этой историей, что готова пойти на любые меры и санкции в отношении России ради восстановления справедливости и наказания убийц и заказчиков. Доклад подтверждает то, во что мы всегда верили, и то, во что верило последнее правительство лейбористов в момент этого страшного убийства. То, что это действие было поддержано государством. Поэтому правительство приняло меры, выслало российских дипломатов, выписало ордеры на арест и отказалось сотрудничать с российскими спецслужбами. Сегодня мы добавили новые меры, заморозили счета и обратились в прокуратуру по поводу того, что еще может быть сделано. Мы должны сейчас полностью изучить отчет и тщательно все взвесить. Но не сомневайтесь, на это шокирующее событие была дана реакция года назад, когда оно произошло. И сейчас мы ужесточим наши действия.
Между тем, в докладе Высокого суда Лондона, помимо обвинений в адрес российского президента в причастности к убийству Литвиненко, содержатся и некоторые выдержки из расследования самого Александра Литвиненко, в которых он обвиняет Владимира Путина в связях с крупнейшими колумбийскими наркокартелями и отмывании денег, заработанных на торговле крупными партиями кокаина в Европе. В российском Екатеринбурге женщину судят за то, что она перепостила в соцсети карикатуры на Владимира Путина. Екатерина Вологженинова, так зовут подсудимую, опубликовала фотографию, изображающую человека, очень похожего на президента России, который занес нож над картой Донбасса. Его руку останавливает другая рука. Под рисунком написано «Останови заразу». Следователи посчитали, что карикатура разжигает ненависть. Она разместила изображения, а также изображения, содержащие текст, признанные экстремистскими. Эти изображения вызывают ненависть и вражду по отношению к тем лицам, которые поддерживают официальный курс России в украинском вопросе. На суд прибыли представители дипломатических миссий 5 европейских стран – Швеции, Германии, Великобритании, Франции и Чехии, которые, как выяснилось, пристально следят за судебным процессом. Помимо обвинений в экстремизме, Екатерину Вологженинову обвиняют в разжигании розни к такой социальной группе, как ополченцы из России. Обвиняют в разжигании межнациональной розни и в экстремизме. 282 статья, хотя я всегда только выступала за мир, дружбу между народами. Уровень жизни россиян из-за экономического кризиса и стремительно падающего рубля заметно снижается. Уже появились неутешительные прогнозы о том, что армия нищих в стране скоро увеличится в разы. А тут по какому-то странному совпадению МВД вдруг выступило с предложением ужесточить законодательство, чтобы арестовывать на 15 суток тех, кто занимается попрошайничеством. Волонтеры бьют тревогу. Сейчас никак нельзя лишать людей пусть даже такого заработка. Ведь ни государство, ни добровольцы пока еще не в силах спасти десятки тысяч бездомных от голода и холода. У дверей своей квартиры в сталинской высотке на Каланчевке пенсионерка Валентина Суркова собирает сумку. Сегодня в ней пара новых джинсов, носки, горячий чай и 1,5 десятка бутербродов. С чем бутерброды? Ну, в этот раз только сыр у меня. И сейчас тебе скажу, вот сыр. Колбасу не стала делать, потому что побалуют этим сыром. На колбасу теперь не всегда хватает, ведь цены растут слишком быстро, а она живет на одну пенсию и ухитряется кормить еще десятки бездомных, которые прозвали ее матерью Валентиной. Самый старший. На. А что с палочкой-то? Как зовут? Люба. Люба приехала в Москву искать счастье, потому что с ним в родном Орле, как и с родственниками, почему-то не сложилось. А домой хочется? А куда я поеду? А что там, ничего нет? Потому что меня сделали так, кинули. Я на улице оказалась. То есть у вас это жилье отобрали, да? Да. Свои. Свои? Родственники? У каждого своя история. Например, Саша приехал из Башкирии на заработки, но что-то пошло не так, и теперь он бродяжничает на пару с собакой Джулией. Хорошая какая. А Марина ради заработка оставила в Дагестане 4 детей, чтобы в итоге просить милостыню у московских храмов. Но с кризисом подавать почти перестали, а скоро и вовсе, того и гляди, за протянутую руку будут сажать за решетку. А вы знаете, что милиция хочет запретить попрошайничество? Хотя 15 суток сажать за это. Знаем, вот поэтому восстанавливаем документы и собираемся устраиваться на работу. Пенсионерка Суркова начинание бездомных одобряет, хотя, кажется, не очень в это верит. И спешит дальше, в сторону 3 вокзалов, в поисках голодных и холодных. О, привет! Привет! Ну-ка, подожди, молодой человек, встань-ка, погрейся вот там. Николай из Махачкалы – еще одна жертва большого города. История как под копирку. Мечтал – поехал, выпил – потерял. И никому до него нет дела, кроме полицейских и этой странной женщины в шубе и с бутербродами, украшенными резной морковью. Нет, это лично от моей семьи. Это моя пенсия. Никто точно не знает, сколько в Москве бездомных. По официальной статистике около 13 тысяч, но волонтеры говорят, что не меньше 50. И цифра эта растет вслед за экономическими проблемами страны. Но сейчас на 14-миллионный город всего несколько ночлежек. И один вот такой ангар спасения. Ну, то есть сейчас тут вот спокойно так, все, кому некуда идти, они тут сидят, могут скоротать время. Здесь, в этой палатке, от 15-градусного мороза могут спрятаться около 100 человек. Рядом душевая, парикмахерская, медпункт и даже склад с чистой одеждой. И местный соцработник Лидия Сергеевна, которая, словно волшебник, может отправить отсюда прямиком домой. Кого-то обманули на работе, кого-то обокрали, кого-то
Ну, бывает как, вы такие деньги ситуации. даете, Нет, мы либо покупаете им билет? Покупаем билет. Своих билетов ждут Магомед из Ставрополя, Марат из Перми, Саша из Йошкар-Олы. И завтра будут еще сотни других таких же. Тех, кого переварил и выплюнул большой город, которому сейчас совсем нет дела до неудачливых чужаков. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Уход библиотекаря на пенсию вряд ли можно назвать громким событием. Но когда речь идет о почетном директоре Национальной библиотеки Конгресса США, это событие становится историческим. Профессора Гарварда и хранителя книг самой большой библиотеки в мире провожали на пенсию всей страной. Вадим Оленичев рассказывает. Название профессии Джеймса Биллингтона скромно переводится с английского как «библиотекарь». Но чтобы вместить всех гостей, желающих попасть на чествование этого человека, не хватило целого зала в Вашингтонском научно-исследовательском центре имени Вудро Вильсона. И дело не только в том, что Джеймс Биллингтон долгое время был его директором. За 65 лет научной деятельности он приобрел множество друзей, учеников и почитателей по всему миру. Профессор Гарварда, Принстона и автор множества печатных трудов прославился длительной и успешной карьерой на посту директора Национальной библиотеки Конгресса США. Вот здесь, в одном из 3 главных корпусов библиотеки Конгресса, Джеймс Биллингтон в качестве руководителя проработал более четверти века, 28 лет. Вместе с целой группой помощников и энтузиастов он сумел превратить библиотеку в учреждение, где хранятся и предоставляются в пользование гражданам более 160 миллионов музыкальных записей, книг, манускриптов, технических текстов и периодических изданий. Благодаря стараниям Биллингтона персонал Национальной библиотеки, основанный в 1800 году, насчитывает более 3500 служащих. Ежегодно ее посещают более 1,5 миллиона человек. Но дело не только в масштабах, с которыми пришлось работать теперь уже почетному директору. Как отметил египетский коллега доктора Биллингтона и бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Сирагильдин, Джеймс – это настоящий провидец, то есть человек, у которого есть дар создавать в своем воображении вещи, на которые разум других людей не способен. Джим Биллингтон, среди прочего, стал создателем Международного книжного саммита. Он считал, что весь мир должен ежегодно праздновать существование книги как инструмента культурного развития. После того, как Джим инициировал организацию саммита, он обратился за помощью в ЮНЕСКО, и в итоге саммит начал свою работу в 2012 году. Еще одним начинанием Биллингтона стала программа сохранения старых книг, отпечатанных на бумаге с повышенным содержанием кислот. Благодаря специальной химической обработке удалось спасти от разложения 4 миллиона книг и 12 миллионов рукописей. По инициативе директора-энтузиаста был также создан Институт Кеннона по изучению России, который по сей день осуществляет шаги к сближению 2 стран. Биллингтон надеется, что его усилия в этой области будут продолжены. Вы должны понимать следующее. Все, чего я добился в своей жизни, я никогда не смог бы сделать в одиночку. Все эти люди, помогая мне, делают важное дело. В конечном счете имеет значение, как то, что они делают, сказывается на жизни других, как это влияет на их поведение. Пожалуй, одним из наиболее важных свершений Биллингтона является то, что директор-ветеран вовремя осознал важность революции высоких технологий. На интернет-порталах библиотеки Конгресса США читателям доступны 20 миллионов свидетельств американской истории. Вот почему участники чествования в центре Вильсона отметили, что доктор Биллингтон стал главным библиотекарем не только Конгресса США, но и всей планеты. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы желаем вам хороших выходных и до встречи на следующей неделе. Всего доброго.